Бывший министр здравоохранения Динара Сакинбаева водворена в изолятор временного содержания. Задержали директора национального госпиталя накануне, сразу же после допроса по делу о незаконном освобождении крим-авторитета Азиза Батукаева. В 2013 году она, возглавляя Министерство здравоохранения, настаивала на том, что вора в законе необходимо отпустить на свободу в связи со смертельным диагнозом, который Батукаева вынесла медкомиссия. Но мне кажется, что здесь, чтобы все точки над «и» поставить, наверное, вы имеете же право, как парламент, направить, как депутатская комиссия, направить в Грозный или куда-то, там же информация прошла же, что он лечится. Может быть, письмо нужно направить туда и запросить информацию? Компанию ВВС бывшему министру здравоохранения, помимо задержанных ранее 6 медиков, составил и бывший советник председателя Госслужбы исполнения наказаний Калыбек Качканалиев. По некоторой информации, он был в числе тех силовиков, которые сопровождали Батукаева из колонии в аэропорт Манас. У нас в Конституции написано, что за здоровьем каждого гражданина страны наблюдает государство. Также в Конституции есть нормы относительно свободы каждого. Если вдруг кто-то кого-то убьет, то ответственность будет на нас. Задержанные на сегодняшний день находятся в ВВС и ГУВД города Бишкек. Подозреваемые лица обвиняются в соучастии в коррупции, а также в соучастии в подделке документов и в служебном подлоге. По уголовному делу проводятся все необходимые следственные действия и оперативные мероприятия. К слову, бывшего руководителя, задержанного сегодня Качканалиева, Зарылбека Рысалиева, в причастности к освобождению вора в законе подозревают давно. В своем заявлении о возобновлении дела по освобождению Азиза Батукаева генеральный прокурор Аткурбек Джамшитов заявил, что бывшего руководителя ГСИН, а ныне депутата Рысалиева, также планируется вызвать на допрос. Последний, в свою очередь, поспешил заверить, что у него на руках имеются все доказательства своей невиновности и даже озвучил некоторые из них в интервью информационному агентству. У нас с Батукаевым был телефонный разговор в 2013 году, когда закончилось расследование депутатской комиссии. Тогда Батукаев говорил: «Да, я преступник и получил приговор и срок, но я же откупился. Я отдал деньги тому, кто у меня просил, и отдал столько, сколько просили. Я из этих денег ни копейки не брал». Говорят о том, что я расстилал ему красную дорожку в вип-зале аэропорта, но там же везде камеры. Я знаю, что самолет, на котором вылетал Батукаев, был Данияра Атаханова. Атахан не побрезговал очень грязным делом. Для него честь и будущее сына оказались не дороже денег. Бывший вице-премьер-министр, на которого в своем комментарии указывает депутат, также не остался в стороне. Напомним, после того, как освобождение вора в законе вызвало общественный резонанс, Шамиль Атаханов добровольно сложил с себя полномочия. И сегодня он утверждает, что не прилагал никаких усилий для того, чтобы Батукаев оказался на свободе. А все обвинения Рысалиева в его адрес – не что иное, как клевета. Мне ясно, что Рысалиев поплыл. В здравом уме человек не может себе требовать расстрела. Статьи, которой уже более 20 лет нет в стране. Никакого отношения к освобождению преступника, находящегося в местах заключения, мой сын не имел. Попытки освободить Батукаева предпринимались более 10 лет, причем с большим терпением и настойчивостью. Объем лжи и абсурда зашкаливает. Уверен, что этот пример говорит о том, что Зарылбек Рысалиев находится в неадекватном состоянии. Говорят о том, что якобы Атаханов взял и выпустил. И речь идет не о клетке с голубями. Открыл дверцу и выпустил в небо. Речь о криминальном авторитете, который находится в местах заключения. Где доказательная база? Ее нет и быть не может. Напомним, криминальный авторитет Азиз Батукаев был освобожден 6 лет назад, после того, как консилиум медиков постановил, что у него рак крови. За то, чтобы подарить смертельно больному вору в законе остаток дней, а по утверждению врачей жить Батукаеву оставалось не более 2 недель, на свободе, тогда выступали и некоторые депутаты, и высокопоставленные чиновники. Сабина Дамаскина, Урмат Мамбеталиев, НТС.